Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады вас приветствовать, и сегодня мы расскажем самые интересные события прошедшего месяца. В Головном колледже курсанты продолжают принимать участие в учебно-тренировочных выездах в удивительную пещеру «Российская», расположенная в Пермском крае. Совместно со спелеологами добровольцы спускаются на глубину 70 метров, где отрабатывают навыки ориентирования в незнакомой местности и приемы совместных действий в условиях замкнутого пространства. Желаем удачи в вашей практике! 6 февраля добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС, наши курсанты, приняли участие в учебно-полевом выходе. Самым сложным элементом, отработанным в ходе полевого выхода, было наведение подвесной переправы через условную водную преграду для эвакуации пострадавшего. Со всеми поставленными задачами добровольцы справились на отлично. 9 февраля в Йошкар-Оле прошла открытая лекция для первого курса нашего колледжа по теме «Биография русского поэта» Николая Рубцова. Курсанты познакомились с биографией и творчеством этого замечательного писателя и остались очень довольны. В Ульяновске в сентябре 2020 года было принято решение об участии курсантов нашего филиала в Российской национальной премии «Студент года-2020». И это было правильное решение, ведь по итогам этого мероприятия курсанты колледжа государственной и муниципальной службы стали лауреатами в номинации «Студенческая медиа года». Так держать! Стоит отдельно отметить и прошедшие классные часы, посвященные Дню памяти юного героя-антифашиста в филиале города Йошкар-Ола. Курсантам рассказали о героически погибших девочках и мальчиках. В годы Великой Отечественной войны сотни школьников воевали в партизанских отрядах, были членами подпольных организаций. Они сражались рядом со старшими, отцами и братьями. Наша память – это дань, которую мы приносим всем детям войны, взвалившим на себя недетскую ношу. В Головном колледже и филиале города Йошкар-Ола прошла традиционная благотворительная акция «День донора». Я готов помочь обществу и людям, которые нуждаются в операции, нуждаются в моей крови. Курсанты с ответственностью отнеслись к данной процедуре. Все прошло без негативных последствий. В этот раз совместными усилиями двух городов централизованно сдали кровь около 100 доноров, а это почти 50 литров крови. Мы благодарим за активное участие каждого. Помните, помогая другим, вы помогаете и себе. В канун празднования Православного дня молодежи в Йошкар-Оле прошли традиционные сретенские забавы. Курсанты колледжа участвовали в конкурсе и достойно прошли все испытания и, разумеется, оказались самыми ловкими, сильными и находчивыми. А вот курсанты специальности правоохранительная деятельность в филиале города Йошкар-Ола в преддверии Дня защитника Отечества посетили музей специального отряда быстрого реагирования. Курсанты узнали много новой и полезной информации о своей будущей профессии. День защитника Отечества – это народный праздник, является символом доблести, патриотизма и героизма. В этот день мы выразили особую благодарность всем воинам, отдавшим свои жизни за наши. Добровольцы Удмуртского и Ульяновского региональных отделений ВСКС с почтением возложили цветы к монументам и памятникам в своих городах. Вечная память тем, кто остался на полях сражений ради мирной жизни будущих поколений. В рамках изучения истории родного края курсанты Ульяновского филиала посетили дом-музей Владимира Ильича Ленина. Это первый в России Ленинский музей. В ходе экскурсии курсанты познакомились с биографией политического деятеля, узнали интересные факты о событиях России и мира 20 века. Для молодых людей наиболее интересной частью было посещение экспозиции «Гараж СССР. Ретро-мототехника». Также у курсантов в специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» началась учебная практика в оборудованной учебно-пожарно-спасательной части филиала Ульяновска. Учебная практика дает все необходимые навыки, с которыми курсанты прибудут на производственную практику в боевые части, где продолжат свое профессиональное становление. В конце месяца Головной колледж и наши филиалы провели плановые дни открытых дверей для абитуриентов, желающих развиваться и осваивать азы профессий пожарного, спасателя и полицейского. Наши гости не только на словах познакомились с учебным процессом колледжа, но и смогли увидеть профессиональную работу курсантов. Спасибо всем, кто посетил нас в этот день. Ну вот и все. Прощайте бессонные ночи, бесконечные правки, абзацы и интервалы. В этом месяце успешно завершились защиты выпускных квалификационных работ у курсантов специальности правоохранительная деятельность в Головном колледже и филиале Ульяновска. После чего, разумеется, прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов.
Дорогие выпускники, несите с честью звание выпускника колледжа государственной и муниципальной службы. Мы еще раз вас поздравляем. Воплощайте свои мечты в реальность и помните, где мы, там победа. Лично я могу сказать, что всего спектра эмоций, которых мы здесь испытали, мы бы не испытали нигде. Все то, что мы здесь получили, мы бы не получили нигде. Спасибо вам большое. Всем удачи, всем любви и преподавателям, и нам всем вместе. Мы еще раз вас поздравляем. Воплощайте свои мечты в реальность и помните, где мы, там победа. Перейдем к новостям спорта. Курсанты филиала в городе Йошкар-Оле встретили февраль в боевом расположении духа. В начале месяца они приняли участие в открытом чемпионате района по лыжным гонкам, где в упорном бою завоевали 3-е почетное место. Поздравляем, вы молодцы! В Ульяновске стартовал чемпионат города среди женских команд по волейболу. И в этом году в соревнованиях впервые принимает участие команда нашего колледжа. Курсанты выступают достойно, и борьба получается насыщенной и упорной. Желаем удачи в дальнейших играх. По традиции завершаем выпуск новостей важной информацией. Напоминаем курсантам и сотрудникам, что в учебной части имеются справки о сдаче крови. Если вам или вашим близким понадобится срочная помощь, вы можете обратиться в учебную часть и без лишних очередей получить кровь или плазму. Следующий день открытых дверей пройдет 20 марта. Всю необходимую информацию вы найдете в наших социальных сетях. А на этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!